Добрый вечер. В эфире Prime на канале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для нашей страны темах и приглашаем наиболее знающих, интересных собеседников. Сегодня как раз такой. Я рад вам представить впервые на телеканале АТР Дмитрий Лубенец, глава комитета по реинтеграции оккупированных территорий. Это правильно? Добрый вечер. Ну, если сказать полное название, то комитет называется «По правам человека, реинтеграции, деоккупации оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, Автономной Республики Крым, города Севастополя, межнациональных отношений, национальных меньшин». Ну, в общем, все, что нам нужно, короче говоря. Там, правда, нет упоминания о коренных народах. Мы не национальное меньшинство, но все равно. Возможно, мы входим, да. Значит, еще хочу сказать совершенно неожиданные вещи. С Дмитрием, когда разговаривали перед эфиром, я узнал, что Дмитрий Лубенец на самом деле наш земляк. Он крымец за походжением, потому что Дмитрий Лубенец потомок крымских греков, урумов. Да, приазовских греков, да, которые в 1778 году на основании указа на тот момент императрицы Российской Федерации переселились, скажем так, не по своей доброй воле на территорию нынешней Донецкой области, Украины. Поэтому мы считаемся приазовскими греками. Да, мне очень приятно, что в моих жилах течет эта кровь. А рожден в Волновахе, Донецкая область. Да, рожден в Волновахе, Донецкая область. Вот так вот исторические пути греков, которые сейчас называют их приазовскими греками, на самом деле это урумы, это крымские греки. И никто Крым добровольно никогда не покидал. И пример урумов — это как раз пример имперской политики России, пример того, как она проводит геноциды народов. И они, кстати, урумы были первыми жертвами из крымцев вообще. Вот такого принудительного переселения. А дальше все пошло. Ну и часть урумского греческого населения Крыма, Южного берега, как вы знаете, это тоже стало частью крымско-татарского народа впоследствии и так далее. Опять же, все это в процессе этих всех репрессий. У нас сразу параллели такие исторические, да? Казалось бы, 240 лет. Следующий этап — это депортация греков в 1944 году. Да. И, к сожалению, это 2014 год, та же самая имперские амбиции, то же самое несогласные народы должны быть или истреблены, или переселены. Ну и создаются все условия, чтобы несогласные люди с этой политикой просто уехали с этой территории, к сожалению. 240 лет перемен нет в политике Российской империи. Но знаете, что добавляет оптимизма? Что, несмотря на все эти события, люди, которые исконно жили на этой территории, они все равно со временем, пусть, но все равно возвратились к себе домой. Поэтому я абсолютно уверен, что и в Крым мы тоже будем ездить, и там будут тоже наши флаги. У нас народ бумеранг. Да, это правда. Вот. Ну, то есть вообще, еще урумский язык, язык урумов, приазовских греков, это тюркский язык, это язык фактически идентичный крымскому, крымско-татарскому языку и так далее. Да, к сожалению, я его не знаю, но еще сохраняется в отдельных селах на моем избирательном округе, поэтому книга издана по сохранению этого урумского языка. Ну и для тех, кто не знает, в Мариупольском гуманитарном университете МГУ создана единственная кафедра по изучению новогреческого языка, в том числе они изучают и диалекты, в том числе и урумский. Но урумский тюркский все-таки. Урумский тюркский, да. Интересно, может быть, даже когда-то съездим в командировку и поговорим на урумском языке с местными жителями. Это как раз это ваш округ, да? Да, это весь мой округ. Да, еще Дмитрий депутат-мажоритарщик, он нет какой партии. Так что, если будете звонить по телефонам, которые вы увидите в бегущей строке там внизу, да, то имейте в виду, да, что он нет какой партии. Можно по Вайберу звонить, увидите, или на номера, и по Скайпу тоже. Ну, начинаем разговор. Я, естественно, начинаю с того, что самое последнее по новостям прошло. Комитет, который вы возглавляете по правам человека и оккупированным территориям, не поддержал постановление с осуждением идеи подать воду в Крым, которую, как мы знали, очень много и часто озвучивалась разными людьми, в основном с пророссийскими взглядами. Вчера на заседании комитета рассматривался вопрос о внесении в зал голосования Верховной Рады постановления с осуждением призывов разблокировать подачу воды в оккупированные
оккупированный Крым. Однако комитет, цитирую, члены комитета не рекомендовали не включать до порядку денного сессии это постановление. Давайте послушаем фрагмент из этого постановления, а потом продолжим обсуждение с Дмитрием Лубенцом. Відповідно до Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, держава-окупант зобов'язана за допомогою усіх наявних засобів забезпечувати населення продуктами харчування та медичними матеріалами, постачати необхідні продукти харчування, медичні матеріали та інші припаси, якщо ресурсів окупованої території виявиться недостатньо. Натомість останнім часом у суспільстві активно поширюються заклики відновити водопостачання на Кримський півостров шляхом розблокування Північно-Кримського каналу, який до початку збройної агресії Російської Федерації забезпечував 85% потреб півострову. Верховна Рада України вважає за необхідне висловити свою публічну позицію і засудити такі заклики, як такі, що не відповідають міжнародним зобов'язанням України, не спрямовані на захист прав людини, меншин чи корінних народів, та водночас суперечать державним інтересам України, несуть пряму шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній та економічній безпеці України. Ну, тут, Дмитрий, как бы спорить не с чем, да? Абсолютно. Объясните, почему комитет, во-первых, как вы лично голосовали, почему комитет не рекомендовал для принятия эту поправку? Лично я голосовал за, чтобы эту постанову Верховной Рады вынести в зал. Но хочу всех успокоить. Во-первых, зрады никакой нет. И если вы спросите любого депутата из любой фракции, ну, кроме одной, я не буду ее называть, чтобы дополнительно их не рекламировать. 4 букв, 1 «Ж». Да. То все остальные депутаты абсолютно со всех фракций скажут, что воду в Крым давать нельзя, пока этот Крым оккупирован, аннексирован. Почему все же не проголосовали? Насколько я общался и слышал пояснения народных депутатов во время обсуждения, и уже общался и после заседания, основной посыл был то, что, первое, наш комитет этот вопрос уже обсуждал. Я хочу всем сказать, что во время выездного заседания нашего комитета на территорию Херсонской области именно по проблематике Крыма мы этот вопрос не просто обсуждали, а мы приняли решение. И тогда все народные депутаты, кто присутствовал, а у нас был кворум, тогда присутствовали практически все, опять же, за исключением представителей одной фракции. Тогда это решение звучало следующим образом, что вопрос подачи воды в оккупированный Крым находится в компетенции Рады национальной безопасности и обороны и возможен после восстановления суверенитета Украины над автономной республикой Крым. Вот примерно такая формулировка. Из-за нее проголосовало на тот момент единогласное решение было комитета. Это был первый аргумент. То есть зачем голосовать за вопрос, если мы его уже обсуждали и решение есть. Второе, то, что обсуждали народные депутаты, что в постанове, знаете, не очень, наверное, правильная была юридическая формулировка, что кто-то нібито хоче пустити воду в оккупованный Крым. То есть вот эта формулировка, что кто-то, но не точно кто, нібито, ну, с точки зрения, чем занимается Верховная Рада, ну, надо давать... Более точно, на ваш взгляд, формулировки. Пусть это будет даже более жесткие формулировки, но более точные. И третий аргумент, наверное, самый большой для всех остальных фракций, это то, что серьезный политический вопрос, а мы понимаем, что это в первую очередь политика, и это сигнал действительно нашим и международным партнерам о нашей позиции по поводу пускать воду или не пускать воду. Народные депутаты из других фракций восприняли, что депутаты из одной всего фракции, два співавтора вчера присутствовали у нас на комитете, они оба из одной фракции, это из фракции «Голос». И якобы политически они серьезный государственный вопрос хотели взять, перехватить инициативу как угодно. Это внутренние дела, в общем-то, радские. Да, внутренне просто смотрел. Я вот сегодня говорил, что если вы хотели поднять этот вопрос, даже инициатива от «Голоса», то эта постанова должна объединить зал.
И инициаторами этой постановы должны быть руководители фракций. Дмитрий, я вас услышал. Мое мнение очень простое. Действительно, надо запретить вносить эту сумятицу пророссийскую в умы наших граждан. Но есть и точка зрения еще, которую я хочу услышать в нашем прямом эфире. Рифата Чубарова, главы Меджлиса крымско-татарского народа. Селям алейкум, Рифат, ага. Алейкум. Очень хорошо, что благодарю вас, что вы присоединились к нашей беседе с Дмитрием Лубенцом. И вы же участвовали в обсуждении тоже, да, онлайн, да? Так. Так, я мав можливість слідкувати в режимі онлайн за засіданням комітету, який очолює шановний народний депутат Дмитро Лубінець. Ну вот я и хотел бы, чтобы вы в прямом эфире телеканала АТР высказали свое мнение, свою точку зрения, свое обоснование по вопросу вот запрета закидывать такие идеи в общество, как подача воды в Окуперник. Ну, дивіться, комітет з питань прав людини, він, як і інші комітети, є достатньо таким різноманітним, але тут, можливо, цьому комітету повезло більше, ніж іншим. Тут є вся верхівка опозиційної фракції ОПЗЖ, яка ніколи не буде, яка буде намагатися ніколи не пропускати рішення, які були би, скажімо так, не вигідні або які би викликали би роздратування Москви. І тому вчора були аргументи. Ці аргументи при всій своїй нібито логічності, я маю на увазі аргументи народного депутата Медведчука, здається, Бойко ще виступав, Юрій Бойко, з ними не можна погоджуватися, оскільки я особисто переконаний в тому, що саме Комітет питань прав людини має в певних ситуаціях встановлювати червоні лінії, які не можуть переступати, ніхто не може переступати, оскільки переступати за ці червоні лінії, це може призвести до повалення будь-яких міжнародних норм і принципів, після яких зайве говорити про права людини. Знаєте, вчора от говорилося про те, що ми Комітет з питань прав людини, і чому ми можемо і маємо говорити про якісь ситуації, які можуть статися. Але ж вони не сталися. Так оце на те і є, з моєї точки зору, одне із функцій Комітету з питань прав людини, щоб упередити виникнення таких ситуацій, за якими просто можуть права людини обвалитися. Проще кажучи, я хочу закінчити. От в наших умовах треба було дуже чітко сказати про те, що от в умовах війни постачання води до окупованої території – це є заохочення окупанта на розширення своїх агрессивных дій. Чок согласен с Рифатага, но я хочу, чтобы вот в прямом эфире, не где-то в комитете и так далее, пообщались непосредственно с Дмитрием. И я хочу вот ваш ответ услышать, чтобы вы между собой как-то вот нашли какое-то понимание, потому что действительно защита информационного поля – это тоже важная вещь, когда такие вещи безнаказанно закидываются. Но я не буду от себя все больше ничего говорить. Ну, в первую очередь хочу сказать, что у нас вообще нет проблем пообщаться вдвоем. Я хотел, чтобы это было публично, чтобы зрители видели это. Очень уважаю. И, как я сказал, что лично моя позиция, она абсолютно совпадает. И я вчера за это, показал это своим голосованием. Я проголосовал за. И сейчас, знаете, вроде как с одной стороны внутренне, как народный депутат, я абсолютно воспринимаю все аргументы, о чем сказал господин Чубаров, и я их поддерживаю. С другой стороны, я перед вами как глава комитета, который вчера своим большинством не поддержал это решение. Я тоже показываю вам, что проблема все-таки в первую очередь не с тем, что большинство не поддерживает эту идею, а где-то, может, просто не доработали. А мне тоже кажется, что большинство поддержит. Как вы думаете? Так в том-то и дело, что большинство у нас составляет люди, которые входят во фракцию «Слуга народа», 2 человека «Европейская солидарность», 1 от «Голоса», то есть это уже да большинство. Я даже не про комитет, я в Верховной Раде. В том-то и дело, что как в комитете большинство, так и в Верховной Раде большинство однозначно не поддерживает идею восстановления водообеспечения. Просто вот тем, опять же, это аргументация
которые я слышал от коллег, которые вчера у меня на комитете не голосовали. Они не голосовали против, они просто воздерживались. Но технически, юридически, если они не голосуют за, и они голосуют воздержались, Они не поддерживают. они не поддерживают, и техническое решение не прошло. Рифат Ага, каким ви видите вот, продовження цієї теми? Все-таки я вважаю, що її оставляють... Дивіться, я тут погоджуюся з шановним головою комітету, паном Петро. Там вчора я теж бачив, але знаєте, коли ти так ще трошки збоку дивишся на членів комітету, там трошки було видно десь яка, можливо, ревність, неревність, можливо, десь які моменти, що це з однієї фракції. І по тексту теж були деякі такі, не зовсім, можна було удосконалити текст, це теж такі. Що б я зараз порадив? Тут немає такої, знаєте, я думаю, що, можливо, російська пропаганда це може використовувати. Якщо, я комусь сьогодні сказав журналістів, якщо російська пропаганда використає, це значить ті, хто вчора провалив навмисно, вони вже з'єдналися з російськими журналістами. Але тут немає ні зради, тут немає якоїсь поразки, але треба оцей текст, я би порадив би авторам, і я мав таку можливість вже передати, удосконалити цей текст і тримати, знаєте, як рушницю наготові. Я думаю, що найближчі тижні питання води, я не переконаний, але я відчуваю, може погіршитися це питання, воно може актуалізуватися, і тоді оцю рушницю у вигляді удосконаленого тексту заяви Верховної Ради треба буде виносити безпосередньо до залу. І я теж переконаний, що більшість депутатів це підтримує. Дякую вам, пане Рифате. Тут добавить нечего. С нами был на прямой связи глава Меджлиса Крымтатарского народа Рифат Чубаров. И я вам уже, Дмитрий, задам вопрос. Наверное, действительно, Рифат Ага прав, и на этом вопросе надо поставить точку, чтобы не было спекуляций, потому что действительно будут. Они будут 100%. Мало того, вот эти информационные вбросы, они будут продолжаться. И действительно есть политические силы, есть политики, есть а-ля псевдо, куча экспертов, которые будут говорить, что там же Крым это Украина. И да, там наши украинцы. граждане страдают. И страдают, знаем, и давайте открывать воду, и вообще почему мы так плохо к ним относимся. Эти люди преследуют только одну цель. Они подыгрывают Российской Федерации. Плохо это или хорошо, что на нашей территории так открыто об этом можно заявлять? К сожалению, это демократия. Знаете, с одной стороны... Демократия демократии, но все-таки такой законодательный акт имеет право принять Верховный. Именно поэтому я вчера на комитете и голосовал за него за. Давайте мы закроем эту тему, но она не закрыта окончательно, потому что жизнь к этому вернет. Я вот тут с Чубаровым согласен, и надеюсь, что в другой раз как-то по-другому будет подготовлено, и все-таки товарищам, которые кремлевскую точку зрения транслируют, будет показано на то, что эта позиция противоречит интересам национальной безопасности и международной политики Украины. Так и есть. Переходим к теме, которая... Вы депутат от Волновахи, депутат от города, который удалось отстоять, реально, да, Донбасского. И вам Донбасс, конечно, тоже еще ближе, чем Крым, наверное. И вот был визит в Берлин, Дмитрий Кулеба, там еще многие представители Украины ездили, большой был визит содержательный. Достичь соблюдения мира, режима тишины на Донбассе, как-то предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного брифинга как раз с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Давайте послушаем господина Мааса і продовжимо розговор на цю тему. Ми зустрічались у нормандському форматі у формі відеоконференції і були одностайними в тому, що реалізація домовленостей, які були досягнуті у грудні в Парижі, повинні бути реалізовані. Ми хочемо допомогти вам, підтримати вас разом з Україною, досягти миру на сході України, а також маємо досягти режиму тиші, як це передбачено у мінських домовленостях, який буде дотримуватись. У деталях це, звичайно, дуже складно, і ми це знаємо, але це є реально. И я хочу тоже, чтобы мы с Дмитрием Лубенцом послушали то, что сказал Дмитрий Кулеба, как раз про то, как президент Владимир Зеленский
относится к переговорам в этом минском формате. Президент Украины отдает себе отчет о том, насколько сложно достичь договоренности с российским лидером Путиным относительно Донбасса и Крыма. Об этом в интервью Deutsche Welle сказал как раз снова сказал Дмитро Кулеба, который сейчас на пресс-конференции видели с Маасом, с немецким министром. Давайте прослушаем его цитату и тогда уже обсудим подробно. Зеленський повністю усвідомлює, наскільки складно досягти домовленості з Путіним і змусити його піти з України і звільнити Донбас. Не слід забувати і про Крим, який також повинен бути деокупований. Але незважаючи на всі труднощі, ми, як і раніше, прихильні досягненню прогресу і розробці ініціатив, які допоможуть нам досягти мети. Ну вот, собственно, тема обозначена, и, наверное, вопрос я могу сформулировать только так. Вот мне кажется уже довольно долго, да, что это такой, ну, как есть русская такая поговорка, толочь в воду вступишь. Ничем это не заканчивается никогда, и что эти переговоры, в принципе, это процесс, а не результат. Вот как вы лично к этому относитесь, к Минску и так далее? Ну, Минский процесс, он был инициирован как один из возможных путей достижения мира в Украине, на нашей территории. Но в тот критический момент. Да, помним, это, да. Кто не помнит, это было, как раз у нас был Дебальцевский котел, Иловайский котел. И в те трагические дни надо было быстро принимать решение на тот момент действующему президенту, что он и сделал. Хорошо это было, плохо, опять же, мы можем просто анализировать. На мой взгляд, как человека, который представляет, я родился на территории Донецкой области, и я представляю как раз округ, Волновах это мой центр. В него входит 3 района, Волноваский, Никольский, Мангушский район. Линия фронта, которая проходит по территории именно моего избирательного округа, 140 километров. Например, населенный пункт Богдановка, один из первых пунктов, где начали разводить войска, это как раз территория моего избирательного округа. Я как никто вижу, что первое, самый первый пункт Минских соглашений – это прекращение огня. Да, базовый, начальный. Да, не выполняется. Не было ни разу, чтобы по Минскому соглашению 7 дней должно было быть прекращение огня. Насколько я могу судить, даже по территории своего избирательного округа, в лучшем случае это было 3 дня, когда было тихо, спокойно. Потом опять начинались. Причем были периоды, когда использовались не просто минометы, когда использовались танки, использовались крупнокалиберные, там, огнестрельные, и были, самое главное, попытки пройти дальше. И вот здесь мы должны четко понимать, должны ли мы выполнять Минские соглашения? Ну, наверное, должны. Должны ли мы это делать в одностороннем порядке? Ну, наверное, не должны. Если мы говорим, что это путь к миру, да, он не будет простой, но это точно путь, который должны идти вместе. Должны идти стороны, которые о чем-то договариваются. То есть какой-то попутчик у нас не очень. У нас не просто попутчик не очень, а у нас попутчик, который говорит, вы должны сделать 1, 2, 3, там 15, а я начну самое первое делать только когда вы сделаете 15 еще я подумаю, делать мне это или не делать. И все время при этом буду стрелять. Да, поэтому постоянные, знаете, юридические тонкости. Россия говорит, нас там нет, там же ОРДЛО, там ДНР, а там ЛНР. Постоянно есть попытки, вы общаетесь с ними напрямую. Как только мы это сделаем, это будет показатель того, что это гражданский конфликт, и мы разговариваем, одна часть Украины разговаривает с другой частью Украины, и действительно для всего мира станет якобы понятно, что это и есть гражданский конфликт. Да будет повод у людей, которые там про российских политиков тоже полно в Европе сказать, а давайте, что мы там мешаем? Санкции да, снимаем, да, снимаем санкции, потому что Россия оказалась права, это Украина сама виновата. Поэтому ни в коем случае нельзя, знаете, так идти на поводу. Первое, садиться напрямую разговаривать с ОРДЛО о чем-то, напрямую заявлять, что от них что-то зависит. Мы понимаем, что зависит только от одного человека, от Путина. И именно он должен сидеть напротив президента Зеленского, и именно он должен принимать, он не должен, он может принимать решение, эта война остановится или не остановится. Самое главное, что делает Российская Федерация. Посмотрите, они постоянно заявляют Минск, проблемы, санкции, ни одного слова про Крым. Я неоднократно на публичных мероприятиях, на международных конференциях говорил, что когда мы говорим про Донбасс, мы, это украинская власть, это равно Крым. Когда мы говорим про Крым, это равно Донбасс.
Это одна и та же проблема, один и тот же агрессор. И санкции должны быть сняты не после окончания боевых действий и освобождения территории Донецкой и Луганской области, а после того, как они вернут и Крым. Вот это очень важный юридический момент, который постоянно, ну знаете, опять же, делая такой посыл, Украина поведется, что только на Донбасс и разменяет там за Крым. Это цель русских просто. Это их Да, цель, так и есть. И, к сожалению, у нас многие политики, то, с чем мы столкнулись сразу, вот после прихода к власти нынешней власти, назовем это так, в парламенте, это монокоалиция, многие народные депутаты, они все первый раз в парламенте, не понимая вот где-то вот этой тонкой политической грани. международной игры. Да, даже игры так, Российской Федерации, они, мягко говоря, на нее велись где-то. Надо отдать должное, что очень много народных депутатов от «Слуги народа» где-то начинают разбираться, где-то напрямую понимают, что действительно не все так однозначно, поэтому я больше настроен оптимистически, чем, знаете, такой скептиз. Вот это действительно заметно. И даже уже вот эта консультативная рада, где якобы должны были заседать какие-то как раз в Берлине Резников, надо дать должное, вице-премьер по реинтеграции Алексей Юрьевич Резников. Это, кстати, тоже результатом, я считаю, как глава комитета, это результат деятельности нашего комитета. Впервые о введении института вице-премьера по реинтеграции лично я заявил с трибуны, еще во времена премьер-министра Гончарука, когда он пришел к нам в парламент и презентовал новых министров. Именно тогда с трибуны я высказал не пожелание, это было требование от нашего комитета ввести вице-премьера по реинтеграции. Потому что именно он должен координировать работу. Реинтеграция касается практически всех министерств. Ну да, МИДа, да. Конечно, Минобороны, Министерство соцполитики, это выплаты, это люди, которые там живут, касается Минобороны, касается Мининформации, касается. То есть любое министерство возьми, оно касается частично деятельности вице-премьера реинтеграции. И делать это... Мы поначалу старались коммуницировать со многими министерствами напрямую. Так не получается, я знаю. Правильно. Неэффективно. Абсолютно неэффективно. Да. Именно тогда мы заявили, что необходимо создать и ввести вице-премьера. Он появился, и надо дать должное. Резников абсолютно адекватный, понимает, что происходит. И именно он на встрече в Берлине заявил о том, что идея о создании консультационной рады, где бы напрямую общались с представителями ОРДЛО, а эту идею высказал руководитель офиса президента Ермак, Резников заявил, что эта идея не будет продолжена, на ней мы ставим точку и идем дальше. Да, я тоже должен отметить, что действительно с того момента, как Резников стал вице-премьером по вот этим вопросам оккупированных территорий, позиция озвучена четко, к ней нет вопросов. И вот этот, просто мне всегда жалко времени, вот этот синдром Сивоха, вот этого какого-то абсолютно инфантильного поведения в политике, вот на ваш взгляд, он преодолен, этот синдром Сивоха в нашей политике? Да, как только мы назначили Резникова, да, я считаю, что он преодолен. Должны быть, если мы хотим результата, а мы его хотим, должны четко даваться дефиниции. Это не вооруженный конфликт, это война. С точки зрения международного права мы можем его называть международным вооруженным конфликтом, но четко проговаривать между независимым государством Украины и страной-агрессором Российской Федерации. Это очень важно. Когда мы сами этого не говорим, избегаем таких формулировок, что мы хотим от Запада? Правильно, так в том-то и дело. Если мы даже не даем правильных дефиниций, не называем вещи своими именами, то почему мы должны ждать какого-то результата? Почему мы должны ждать продления санкций от наших европейских партнеров, если мы сами это не делаем? Почему мы должны заявлять «помогите нашим гражданам, которые проживают на линии зіткнення, но сами этого не делаем в полной мере?» То есть вот эти в первую очередь надо рассчитывать на свои силы, понимая, что партнеры, да, будут нам помогать. Но если сам будешь грести, тогда тебе будут. Да, в том-то и дело. Как бы это сейчас знаете, хорошо или плохо звучало, но в первую очередь мы должны рассчитывать на свои силы.
Я еще хочу, Дмитрий, вернуться потом к вашим избирателям, по которым непосредственно стреляют российские оккупанты, да, 140 километров линии фронта в вашем округе. Ну, это просто ваша одна из главных тем. Вот. Но вы упомянули о Крыме и о том, что Крым в повестку дня надо постоянно самим возвращать. И я тоже должен сказать, что вот с назначением Кулебы я ни одного заявления его не слышал, чтобы там Крым не был упомянут. И он долбит и долбит и долбит эту тему и очень правильно делает. И, значит, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что считает важным достижением своей поездки в Берлин, опять возвращаемся к этой повестке, возвращение в повестку дня вопросов по аннексированному Крыму и украинским политзаключенным в Крыму и в РФ. Об этом Кулеба написал на своей странице в Facebook. Давайте послушаем министра иностранных дел України і продовжимо. Важливим досягненням я вважаю повернення на порядок денний наших переговорів питання тимчасово окупованого Криму і українських політв'язнів у Криму та Росії. Крим і Донбас – це все українські території, тимчасово окуповані Росією у ході агресії. У цьому плані між ними немає різниці. Тому я і сказав в інтерв'ю німецьким ЗМІ під час візиту: ми доб'ємося деокупації і реінтеграції в Україну і Донбасу, і Криму. Скільки б часу це не зайняло. Ну, тут не с чем, как говорится, спорить. Очень правильно, чітко і, знаєте, так окреслена вся проблематика. Разница на самом деле есть, даже с точки зрения международного права. Фактически, да, агрессор Российская Федерация. В чем разница? Разница в том, что на территорию Крыма Российская Федерация зашла, подняла свой флаг и говорит: мы заняли эту территорию. А тут они врут, да. А тут они врут, да. Это делает тоже Российская Федерация, но прикрывается а-ля псевдореспубликами, непризнанными ДНР, ЛНР. Этот сценарий Россия опробовала еще в свое время в 1992 году. Первый конфликт в Приднестровье. Следующая была у нас Абхазия в Грузии в 2008 году. Постоянно это использовалось для того, чтобы не затухал конфликт на Горном Карабахе. Там же напрямую тоже присутствует, конечно, Россия. Конечно. То есть она вокруг себя постоянно поддерживает вот такие вот конфликты, куда или напрямую своими войсками, или своим вооружением, влиянием. Вот смотрите, Дмитрий, ну вот мир часто в это играет. Вот я даже был в агентстве France Press пару лет назад, и там я говорю: покажите мне инфографику по Донбассу и Крыму. Вот какие они используют. Они там хвастались своими компьютерными достижениями, показывают. Значит, Крым, написано правильно, оккупированный Россией. Донбасс написано территория, контролируемая, сейчас дословно переведу, контролируемая сепаратистами, симпатизирующими России. Я говорю: это как? Я говорю: это как вот они симпатизируют России, да? Там российские войска стоят. Они так мнутся, французы говорят: ну, у нас такая формулировка. Я говорю: ну, короче, если вещи не называть своими именами, то да, никогда ничего и не добьешься. Да. Мы должны называть вещи этими именами сами, в первую очередь. Потому что от французов это ждать самих не приходится. Ну, мне кажется, ни во Франции, ни где-либо уже адекватные люди просто не могут верить, что 6-й год воюют шахтеры, которые выкапывают из шахт танки. И бурятские тракторы. Да, новейшее вооружение российской армии, на покупку которого должны уходить просто сотни миллионов ни гривен и ни рублей, а долларов. Но вот мы должны четко не стать теми странами, которые вы перечислили. И Украина единственная, это кость в горле вообще России, потому что все остальные в той или иной форме эти формулировки проглатывают. Знаете, Европа опять наступает на одни и те же грабли. История должна учить целые народы. Я неоднократно, опять же, проводил параллели между началом Второй мировой войны и событиями в Крыму. О чем я говорю? На самом деле, опять же, я европейцам говорю, Вторая мировая война началась не 1 сентября 1939 года. Да. Она началась тогда, когда вы проглотили аншлюз Австрии, потом была Чехословакия, а только после этого была Польша. Так вот, событий бы в Польше не было, если бы была жесткая реакция на Австрию, на Чехословакию. Я забыл же сказать, вы же дипломат по образованию. Есть такое, у меня 2 образования. Первое образование, да, я заканчивал международные отношения, внешнюю политику. А по второму я юрист. А уже же были в ПАСЕ, да? Да, я являюсь член делегации. Член делегации этого созыва в парламентской ассамблее, да, ну что там, подходили русские мириться? Они любят это. Русские не подходили. Я думаю, что они так изучали издалека, они не знали, что от нас ожидать. Новая делегация.
молодые депутаты. Вот я и думал, что они начнут подходить, давайте поговорим, найдем точки соприкосновения. Нет, такого нет. Я думаю, что они все равно примерно понимали, кто к ним приехал. Они хотели послушать первое заявление именно главы нашей делегации. Это Елизавета Ясько. И я вам хочу сказать, что, опять же, даже я поменял свое мнение о ней. Потому что изначально я думаю, что россияне также думали, как и многие из... Молодая женщина. Маленькая девочка, которая выглядит как 11-классница, на которую взвалили серьезную международную площадку. Я хочу сказать, что она очень сильно выступает, и по защите национальных интересов Украины ПАРЕ точно не стоит переживать. Но Лиза была тут позавчера, и несмотря на то, что действительно она очень молодая и как бы вот девушка, да, и русским не стоит обольщаться. Я думаю, что она им по полной программе, по всем пунктам. Да, в этом отношении она действительно молодец. Да. Что? Знаете, я прошу прощения, вас перебью. Не закончил мысль. Вот события, которые привели к началу Второй мировой войны, такие же события привели к Крыму. Я европейцам говорю, если бы была жесткая реакция на Приднестровье, потом была Чечня, первая война, потом была Чечня, вторая война, потом была Грузия, первая, потом Грузия была вторая, постоянно Нагорный Карабах, о котором вы все знаете, но вы молчите, и только ваша позиция европейская привела к тому, что в 2014 году Россия пришла в Крым. Это Европа вырастила русского медведя. Точно, выкормила его. Так и есть. Вот своим отношением к агрессору, а давайте закроем глаза, ну, может, там не все так однозначно. Вот это приводит к тому, что... И, опять же, я всегда вот эти слова заканчиваю, особенно когда присутствуют или депутаты, или представители других европейских стран, я говорю, вы должны отвечать на один вопрос. Who will be next? Кто будет следующий? Потому что ваша позиция в Украине точно дает не просто надежды, а дает все основания Российской Федерации идти дальше. Мало того, я даже примерно вам могу сказать, кто будет следующий. Это будут или страны Балтии, или Польша. И как бы вы ни хотели... то я еще, знаете так, за скобки выношу Беларусь. Да, это... Многие недооценивают, считают, что Беларусь уже и так под контролем России. Я говорю, нет, это не так. Пока юридически Беларусь это независимое государство. И Россия это тоже не устраивает. Поэтому поверьте, Беларусь тоже когда-то проснется ранним утром, скорее всего, это будет воскресенье, и окажется, что у них они вошли в состав Российской Федерации. Там, наверное, это будет сделано без единого выстрела. И окажется, что у Польши вот здесь русские танки стоят. Да. И потом вам по-настоящему станет страшно. Хотя это должно было быть. Опять же, возвращаясь к истории, в далеком 1992 году, когда это начиналось в независимом государстве Молдова. А английский свободный у вас? So-so. Но им хватает, чтобы ты эти вещи объяснять. Да, его хватает, понятно, чуть выше среднего уровня. Скажем так, сам по себе уровень знания английского языка достаточный, не хватает просто практики. Но, поверьте, несколько дней в ПАРЕ заставляют его вспомнить. Дмитрий, тренируйтесь на русских в парламентской ассамблее Совета Европы. Я желаю, чтобы это было как можно чаще и как можно резче. Вот. Что хотел спросить, вернуться к вашим избирателям и к обстрелам. Никаких перерывов в обстрелах не было, чисто символические были. Я думаю, что по всей линии фронта вообще не было перерывов, но даже в тех местах вот разведения, это же ваши участки, да? Да. Вот что реально происходит сейчас там, из чего стреляют, по кому попадают, что делают наши в ответ и так далее. Вот как бы вы информацию с места, я убежден, вас понимаю каждый день. Да. Действительно, каждое утро мне сбрасывают сводку с зоны проведения операции Объединенных сил. И я смотрю, что именно у меня на округе происходит, хотя мониторю абсолютно всю территорию. Я хочу всем сказать, что действительно не останавливаются, хотя сейчас не так громко, но каждый день стреляют с стрелкового оружия, и очень активно Российская Федерация использует снайперов. Да, они туда едут на охоту. Да. И, к сожалению, для нас выстрел снайпера высокоточное, профессиональное орудие убийства. Это снайперские винтовки, которые стреляют уже на порядка до 3 километров. Это 12,7 калибр.
Это большие... Но это настоящий террор, и стреляют русские. И недавно Да. же, помните, было, что там прям русские снайперы, кто даже приехал? Да, Наши был. опубликовали разведчики. Да, так и есть. И, к сожалению, опять же, самый первый населенный пункт Богдановка, это, опять же, на территории моего избирательного округа, тот населенный пункт, который попробовали развести войска еще в далеком 2016 году. В этом прошлом году президент Зеленский сделал то же самое на этом же населенном пункте Богдановка. И вот я могу вам сказать, что ничего хорошего из этого не получилось. Потому что получилось не разведение войск, а получилось отведение украинских войск. Но, к сожалению, через несколько дней наши позиции заняли российские войска. И сейчас так И остается. сейчас так. Вот в чем проблема. Опять же, когда я разговариваю с военными, они говорят, почему мы должны играть по их сценарию? Посмотрите, чтобы вы просто понимали, Богдановка — это маленькое село, в котором осталось жить всего 8 человек. Почему российская сторона не выбирает большие города? Да, казалось бы, надо развести войска и... Там, где меньше жертв, чтобы было, там, из где мирного населения, как они любят говорить. Да, там, где массово живут люди. Почему они выбирают маленькое село, которое, казалось бы, с этой точки зрения абсолютно не влияет на глобальную исход войны? А потому что это стратегическая высота. Вот почему. И поэтому, когда мы говорим о разведении, то очень важно, чтобы это было разведение, а не отведение в одностороннем порядке. И вот здесь, к сожалению, очень часто ОБСЕ, миссия, которая работает на нашей территории, она просто не выполняет свои функции. Они достаточно спокойно дают сводки, что мы хотели приехать на эти позиции, но нас а-ля армия ДНР не пустила. Дмитрий, но вообще-то это прямое нарушение минских договоренностей раз, и договоренности о разведении это два. Так и о есть. них просто нужно в лицо им тыкать и говорить, вы смотрите, что русские делают, вот мы попытались исполнить, и вот что они исполнили в ответ. Да? Да. Я не знаю, знакомы ли вы с Алексеем Макеевым. Это новый человек по санкциям в Министерстве иностранных дел. Не знаком еще. Новоназначенный спецпредставитель МИДа по санкциям Алексей Макеев в эксклюзивном комментарии телеканалу АТР, он включался к нам в эфир, рассказал, чем займется на своей должности и будет ли усиливаться санкционное давление на Кремль. Давайте послушаем и прокомментируем. Ті санкції, які були накладені Європейським Союзом, державами Групи Семи і Україною на Російську Федерацію, вони мають вплив. І Російська Федерація від цього страждає її економіка, і оточення кремлівського керівництва також страждає. Нам би, звичайно, хотілося, щоб ці санкції посилювалися, тому що, на жаль, вони не змогли виконати свою основну функцію, зробити так, щоб Російська Федерація припинила свою агресію проти України, щоб вона припинила утиски громадян України на окупованих територіях Криму та Донбасу, і щоб вона забралася геть з України. Але ці санкції на сьогодні діють, вони триватимуть. Ми сподіваємося і працюємо над тим, щоб вони були посилені. Наша задача є збільшити ту ціну, яку платить Росія за свої ганебні дії і за свою збройну агресію проти України. Я хочу добавить к этому то, что последняя информация была сначала, они говорили, коронавирус, снимите с нас санкции, да? Потом уже просто какая-то истерика. Они вон сказали, мы прекратим стрелять на Донбассе только когда вы снимете санкции, причем тут Минские соглашения, вообще ничего не выполняется и так далее. Вот личное мнение вас, как депутата независимого, как депутата от прифронтовой зоны, нужно ли и каким образом нужно ввести нам санкционную свою политику, как усиливать санкции, потому что не выполняют они ничего вот, при нынешних. Санкции необходимо продолжать. И как бы там ни хорохорилась Российская Федерация, нам санкции, как укус комара, слону или медведю, или что они там еще заявляют, по экономике Российской Федерации они бьют, причем бьют очень серьезно и негативно. Поэтому для России это должна стать, знаете, позиция выживания. Да, и тогда они действительно уйдут с оккупированной территории. Санкции должны не просто продолжаться, они должны глобально
расширяться. Например, в последнее время мы видим, что европейские страны, к сожалению, для нас начинают заявлять, что показали санкции свою неэффективность, давайте снимать. Там ничего же не выполнено. Да. Например, мы слышим такие заявления от представителей Италии, мы знаем, что там очень серьезное лобби Российской Федерации. Такие же заявления, очень пока еще осторожные, идут со стороны некоторых депутатов Франции. И начинают обрабатывать они по-серьезному представителей Германии. Самое интересное, что в этом отношении появилась поддержка, наверное, от страны, от которой мы постоянно ждем поддержки, но не рассчитывали, что это будет напрямую. Это Соединенные Штаты. Когда Соединенные Штаты в одностороннем порядке наложили санкции на компании, которые занимаются прокладкой газопровода по проекту А вот это за живое. Северный поток-2. А вот это уже серьезные экономические потери. Потому что Российская Федерация вложила миллиарды долларов. И политические потери тоже. Да, и политические они потери хотели тоже. Европу подсадить. Да, действительно. И вот здесь, опять же, я не стал бы, знаете, преувеличивать роль Украины, что якобы Соединенные Штаты это делают для нас. Нет. Всегда страны преследуют свои национальные интересы. Напрямую это совпало с интересами Соединенных Штатов. Они хотят свой сланцевый газ, достаточно дешевый. Мы должны любые возможности использовать. Правильно. Любые. Да, и мы должны просто усилить дипломатические отношения между странами и показать, что да, действительно это выгодно Соединенным Штатам, но это в первую очередь выгодно Украине. Опять же повторю тот тезис, который я уже здесь говорил. Рассчитывать надо прежде всего на себя, не ждать от кого-то помощи. Но хорошо использовать, вот знаете, просто исторический момент. Наши дипломаты должны отрабатывать не хуже, чем наши солдаты на фронте. Они видят, что именно в этот момент очень важно заявить о том, что Соединенные Штаты, вам выгодно наложить санкции и дать перечень этих компаний. И это будет сделано. Самое последнее, что я считаю, о чем мы постоянно должны говорить, это кардинальное отключение банковской системы Российской Федерации от системы международной оплаты SWIFT. Да. Именно один, казалось бы, шаг, который технически достаточно прост, но он обвалит банковскую систему, а вслед за ней экономическую Российской Федерации. Это станет для них экономическим коллапсом. Абсолютно. И любой человек, который понимает в экономике, в банковской системе, это тоже знает. Да. Но я вообще рад, что у нас глава комитета, хотя и не по международным делам, но по важным тоже делам, по сути дела, вы дипломат. Вы говорите как дипломат, вы абсолютно разбираетесь в международной тематике, и вас нигде не проведешь, никаких силохах. Да. Но это еще не конец программы. У меня есть последний вопрос, еще, который я ставлю практически всем депутатам, которые приходят, и это ваш профильный комитет, потому что я считаю, что это несправедливость и ошибка. Депутаты отложили до осени так называемый закон о двойном гражданстве. Это его так СМИ называли, это на самом деле спекуляция, это не закон о двойном гражданстве, это пакет поправок в разные законы о гражданстве. И там есть одна медаль, это что вот занимать должности со вторым гражданством, какие-то родственники и так далее. Это очень спорный, очень тяжелый вопрос. Именно поэтому принесли, он недоработанный. Несмотря на то, что президент носил, там, вы говорили, что он неконституционный, есть некоторые моменты, и все это нужно. Но есть один маленький нюанс, чисто человеческий, он касается прав человека, именно того, с чего начинается название вашего комитета. Там есть пункт такой. Дело в том, что Россия... В украинском законодательстве есть обязательства для человека, который получает гражданство Украины, неважно, по происхождению территориальному, там, по бабушке, там, как крымские татары, как, не знаю, там, уроженцы других мест, которые возвращаются, репатрианты, по сути дела, да. И также эти люди, которым президент, в том числе президент Зеленский, одним из первых указов дал гражданство за заслуги перед Отечеством нашим. Вот, это ветераны войны, да, в том числе Юлия Толопова, может, вы слышали имя, еще там полно людей. И вообще, в принципе, Россия действует так, что она никому не дает бумагу об отказе от российского гражданства, потому что она этих людей преследует, так именно называя их своими гражданами. Они это спекулируют этим везде, в международных всяких там розысках и так далее. Они даже Сенцова своим гражданином до сих пор считают. Да? И никто не может отказаться. И там был пункт в этом большом пакете, который, по большому счету, с остальными никак не связан. Вот здесь есть перечислены, значит, категории людей, которые воевали за Украину, которые
значит, получили гражданство как за заслуги, так и иными другими путями, которые преследуются Российской Федерацией, которые не могут, в принципе, обратиться ни в какие консульские органы РФ, потому что это просто опасно. Да и даже если обратятся, я повторю, что Россия не дает выхода из гражданства своего, в принципе, никому, а этим людям не даст никогда, просто потому что им это выгодно. Я очень боюсь, что даже те люди, которые получили гражданство из рук президента за заслуги перед Украиной, что там уже есть 2-летний срок, что если это откладывать до долгий ящик, уже прошел год, и это 2-й год, выяснится, что это гражданство обнуляется, как и гражданство еще сотен, если не тысяч. Мне в ДМС говорили, не знаю, сколько людей, которые просто физически хотят не иметь 2-го гражданства, но не могут от него отказаться, а здесь этот порядок предусмотрен в официальном порядке в Украине. Отказаться от гражданства страны-агрессора, вызванной страной-агрессора. Это один из аргументов, почему этот законопроект был... Он юридически еще не отозван. И действительно, мы его рассматривали на нашем комитете. Тогда большинством проголосовали за возможность его принятия в первом чтении. Аргументов на самом деле против принятия этого закона очень много. Это в том числе и вот эта процедура, которая до конца непонятно, то есть как выполнить процедуру. Ну вот нет возможности у людей отказаться от гражданства РФ. Должна Украина своим гражданам давать возможность не загонять их в безвыходный угол, от которого они никак не могут выбраться. Они законно стали гражданами Украины. А сейчас что получается? Мы не даем права выхода, РФ не выпускает. Все, ребята, сдавайте паспорта, до свидания. В том-то и дело, что это проблема. И скорее здесь это надо прописать не в законопроекте о двойном гражданстве, а в законе о гражданстве Украины. Конечно. Где каждый человек, который заявил свое желание, если он тем более преследуется страной-агрессором, он имеет право по своему желанию. Достаточно одно его желание и достаточно того, что он для государства Украины что-то сделал. И он преследуется Российской Федерацией. Да, я считаю, что то, что его преследует страна-агрессор, значит, он уже что-то сделал для страны. И уж точно, для нашей страны. Уж точно Украина должна дать таким людям право отказаться от гражданства страны-агрессора. В том-то и дело. То есть этот порядок, который прописан по этому законопроекту, он настолько недосконалый. Это первое. И второе. На самом деле больше проблематика записана в этом законопроекте, которая де-факто позволяет иметь два паспорта. Вот я про это. И вот когда совмещаются две этих вещи, когда в один пакет сложили очень спорные и очень такие по безопасности сложными, и здесь же положили абсолютно чистый документ про граждан Украины, которым просто надо избавиться от 2-го гражданства, а не узаконить его, обратная совершенно вещь. Это, значит, коня и трепетную лань совместили в одно. Да, что надо разделить эти понятия, это первое. И второе. В условиях войны, когда Российская Федерация массово раздает российские паспорта, когда у нас же проблемы не только на Донбассе. Да, конечно, и Крым, это все понятно. Но у нас проблемы есть еще на Западной Украине. Например, там у нас Венгрия раздает. Поэтому самые большие опасения у народных депутатов вызвало то, что мы этим, если будет принят этот законопроект, мы даем возможность абсолютно юридически иметь два паспорта. Знаете, чего боюсь? Что вот если в этом пакете они дальше и пойдут, то не примут и осенью, не примут и следующей весной. Я просто спрашиваю у всех, можно ли выделить вот эти правки, которые имеют отношение к отказу от 2-го гражданства, и уже к людям, которые получили гражданство Украины, можно ли их принять отдельно, потому что из уважения к своим гражданам просто? Есть одна проблема юридическая. Пока этот законопроект у нас зарегистрирован, прошел комитет. Инициатором его выступил президент Украины. Так. И чтобы разблокировать, нельзя подать один и тот же, несколько законопроектов в разные периоды. То есть подается закон по конкретной проблематике, описанной в законопроекте. Определяется срок в 2 недели, на протяжении которых можно подать альтернативные законопроекты. Когда этот срок окончен, юридически заблокирована возможность подачи любых законопроектов по данной тематике. А кто может? Президент сделать может это, разделить эти вопросы? На данный момент, я, например, на Погоджувальной раде один раз заявил в присутствии всех и Разумкова, когда мы как раз обсуждали этот законопроект, выносить его или не выносить. Я сказал позицию комитета. Мы этап рассмотрения комитета прошли. На мой взгляд, необходимо этот законопроект вынести в зал і його відправити на доопрацювання, на повторне перше читання. И вот там, на условиях комитета, дается позиция автора этого законопроекта, президента,
где он просит вот в этой редакции оставить, Да. а в этой редакции убрать. Или отложить там, да, как угодно, Да. разделить. Просто убрать. И тогда мы сразу проходим измененный законопроект опять на рассмотрение комитета. Мы его прошли и можем выносить в зал то, что нам Все необходимо. понятно, Дмитрий. Я просто прошу вас иметь это в виду. Речь идет о правах граждан Украины, которые нарушает страна-агрессор. И Украина должна дать этим людям выход сама, своим собственным гражданам. Да, Да, так и и я есть. также призываю президента Владимира Зеленского обратить внимание, что в одном пакете эти законы принимать, может быть, не нужно, потому что одни люди хотят иметь второе гражданство, а другие хотят от него отказаться, от гражданства России. И это люди, в том числе, которым и вы лично давали гражданство, и они должны получить эту возможность, это не должно утонуть. Это коренные права человека, это права граждан Украины, и кому, как не самой Украине, не самому президенту, как гаранту прав, этот вопрос выделить и решить, может быть, отдельно, не обсуждая вместе с совершенно потусторонними другими абсолютно делами. Спасибо большое. Спасибо, Пришли. приглашайте. Пригласим. Вот, с нами был Дмитрий Лубенец, глава комитета по правам человека, оккупированной территории и так далее, и так далее, и так далее. Как оказалось, абсолютно наш человек. Всего доброго, смотрите это. Спасибо.